Здравствуйте! В эфире выпуск новостей, в студии Фатиме Сейдометова о последних событиях прямо сейчас. Крымчане возложили цветы к могиле неизвестного солдата в Симферополе. Автомобилист врезался в остановку с людьми. Есть ли пострадавшие? Кому мешает пешеходный переход на площади Куйбышева? Какие мероприятия прошли в Симферополе в Международный день инвалидов? Алушта приняла фестиваль крымско-татарской культуры. В Симферополе почтили память погибших защитников Родины, чьи имена остались неизвестными. Патриотическая акция прошла в парке имени Гагарина. С мероприятия репортаж Наджии Исаевой. Сегодня крымчане чтят память воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. К вечному огню на могиле неизвестного солдата торжественно возложили цветы. Памятная дата – День неизвестного солдата. Его отмечают в России с 2014 года. Он совпал с годовщиной исторического события. 3 декабря 1966 года под стены Кремля перенесли останки рядового, погибшего в боях за Москву. Его имя установить не удалось, как и имена миллионов других солдат. Память – это вечная. Те, кто положил свои жизни за наше счастье, за наше чистое небо, это люди, которые самоотверженно пожертвовали собой. И, соответственно, сегодня видите, сколько людей, искренние, горожане пришли по зову души. Это самое главное. У Александра Данилева воевали дед, отец и брат. Они отдали свою жизнь, сражаясь за родину. Память о фронтовиках бережно хранят в семье. Сегодня и праздник, и горе. Это все, которое мы должны чтить всю жизнь, сколько бы ни было, от малого до великого. Вечный огонь, металлическая звезда, в центре которой постоянно горит пламя. Перед ним аллея славы с 10 гранитными плитами с именами героев. Слова «Подвиг твой в памяти народный бессмертен» стали символом памятного дня и аллеи славы, которая расположена перед вечным огнем. Могилы неизвестных солдат установлены почти в каждом городе нашей страны. Только во время Великой Отечественной войны без вести пропали более 4 миллионов человек. Сергей Аксенов подчеркнул, в течение 5 лет отреставрируют 100 объектов культурного наследия, связанных с событиями Великой Отечественной войны. Программа будет реализована совместно с Министерством обороны Российской Федерации. Наджия Исаева, Виталий Голубев, телеканал Милет. Ждала автобус, попала в больницу. В Симферополе водитель иномарки врезался в остановку напротив Академического музыкального театра рядом с площадью Ленина. По предварительной информации, его подрезал отечественный ВАЗ. Оба автомобиля ехали по проспекту Кирова в сторону улицы Севастопольской. Водитель ВАЗа резко выехал на полосу, после чего белая иномарка врезалась в остановку, где было многолюдно. В результате ДТП пострадала девушка. К счастью, она жива, получила телесные повреждения. На место происшествия немедленно прибыли сотрудники ГИБДД. В настоящее время устанавливаются обстоятельства аварии, проводится проверка. Пострадавшие оказали первую помощь, ее забрала скорая. Информация о состоянии девушки выясняется. Имена членов обновленного правительства крымчане узнают уже завтра. Изменения будут в любом случае, заявил глава республики. По его словам, на собеседовании, кроме прежних руководителей министерства и ведомств, было больше 20 человек. Напомним, масштабный конкурс на должности в правительстве республики Сергей Аксенов объявил 2 месяца назад. Участники прошли 3 этапа отбора: подача документов, тестирование и собеседование с Аксеновым. Необычные акции отметили Международный день инвалидов в Симферополе. Сотрудники интерактивного пространства предложили участникам ощутить мир в роли незрячего человека. Для этого каждому выдали трость и повязку на глаза. Руслан Минаев с подробностями. Гид объясняет маршрут экскурсии. Мы пройдем с вами по улице Пушкина. Небольшая экскурсия с историей. По правилам акции передвигаться участники должны с повязкой на глазах и при помощи трости. На них вообще не будет ничего видно, ни снизу, ни сверху. То есть вы одеваете, они плотно вас так держите. Группа участников ведет незрячий гид. Ярослав Герасименко большинство экскурсий проводил в закрытых пространствах. Такой опыт выхода в город для него первый. Для меня это необычно. И, я думаю, это будет интересно как и для меня, так и для
посетителей данного мероприятия именно пройтись, не потеряться, ориентироваться на свой слух, на свои тактильные, да, там, ощущения. Мероприятие приурочено к Международному дню инвалидов, который отмечается 3 декабря. Организаторами выступили сотрудники интерактивного пространства. Задача акции – предложить зрячим людям почувствовать мир так, как его ощущает незрячий человек. Побывать в роли незрячего человека, ощутить, каково ему в социуме, в обществе. Ведь люди незрячие, они занимают активную позицию. Экскурсии они тоже посещают. Экскурсионный маршрут начнется у памятника Пушкину. Далее группа направится к зданию музыкальной школы, попутно изучая город. История одной улицы. Так называется первый. Всего их 2. Участники смогут ощутить особенности архитектуры зданий и памятников, а также вспомнить, как они выглядят. Впервые акция прошла в прошлом году. В этом добавили подходы к памятникам и мемориальным доскам. Ну а выше у нас есть, тут не шрифтом правильно, а как бы обычные буквы. Акция длится меньше часа. За это время участники в полной мере смогут тактильно ощутить окружающий мир. Очень необычно, непривычно тому, что ты привык все в цвете, все видеть, а тут все темно. Я не могу определить, куда идти, какие препятствия находятся впереди. Я боюсь, что упаду или что-то в этом духе. Как отмечают организаторы, мероприятие позволит обратить внимание на проблемы социальной адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья. Руслан Минаев, Аким Бекиров, телеканал Миллет. Сегодня для детей с ограниченными возможностями провели благотворительную акцию. Приурочена она к Международному дню инвалида. При поддержке Духовного управления мусульман Крыма для особенных малышей организовали День хорошего настроения. Подробности в сюжете Султании Сетакаевой. Особенные дети вместе со сказочными героями отправляются в увлекательное путешествие. Поют, танцуют, водят хороводы. Сегодня для них в реабилитационном центре Симферополя организовали День хорошего настроения. Все эти мероприятия созданы для социально-бытовой адаптации, то есть коммуникации детей, чтобы детки сплотились в одно единое, чтобы они в первую очередь мы учим их толерантности, да, относиться к другим одинаково и делиться позитивными эмоциями, самое главное. Главных гостей праздника приехали поздравить и порадовать представители Духовного управления мусульман Крыма. Они вручили им подарки. Пусть ваши детки всегда улыбаются, пусть будет много таких счастливых поводов для этого, и все в жизни у них сложится хорошо. А мы будем по возможности вам помогать и делать все, что от нас зависит. Необычный подарок получили и воспитанники детского сада «Русалочка». Теперь у младшей группы будет свой телевизор. Чтобы вы многое узнавали, она не только о нашем маленьком Крыме, но и о нашей очень-очень большой стране. Чтобы вы могли дружить с детьми из разных республик, из разных регионов, обмениваться своими знаниями, обмениваться своим хорошим настроением. И вот я думаю, что этот подарок, Ирина Павловна, я думаю, что он очень полезен. Да, очень полезен, и он украсит будни ваших детей и сотрудников. Руководство детского учреждения уверено, телевизор поможет раскрыть творческий и трудовой потенциал особенных детей. Он необходим для воспитательно-образовательного процесса, потому что занятия, которые ведет учитель-дефектолог, учитель-логопед и воспитатели, они, конечно же, будут ярче, интереснее, быстрее запоминаться современным детям. И я думаю, что они принесут пользу для их развития. Теперь с телевизором ребятам будет проще и легче воспринимать материал. А вот в дом ребенка «Елочка» привезли благотворительную помощь. Это сотни килограммов продуктов питания. Крупы, сладости, детское пюре и многое другое. Духовное управление мусульман Крыма оказало нам помощь различными продуктами питания, которые будут очень полезны нашим детям. Наши пожелания были приняты во внимание. За оказанное внимание и помощь главный врач вручил представителям муфтията благодарственное письмо. Султания Сетакаева, Эльдар Заитов, телеканал Миллет. Госавтоинспекция попросила администрацию Симферополя убрать пешеходный переход у Куйбышевского кольца в Симферополе. По мнению ведомства, он создает пробки. Руслан Минаев разбирался, так ли это и что переносят, думают симферопольцы. Площадь Куйбышева – одно из самых оживленных мест Симферополя. В час пик пробки здесь абсолютно нормальное явление.
Причину пробок в госавтоинспекции видят в пешеходном переходе. Ведомство попросило администрацию Симферополя убрать зебру со светофорами по улице Киевской. По мнению ГИБДД, светофор, который установили меньше года назад, создает транспортный затор. В администрации города вновь подняли отложенный ранее вопрос, при этом отметив, что окончательное решение будет принято профильными структурами республиканского уровня. Единственно верным решением является строительство подземного пешеходного перехода. Вопрос о выделении финансирования будет подниматься на уровне руководства республики. Как дела обстоят на самом деле, мы решили узнать у симферопольцев. Двухминутному ожиданию зеленого света большинство жителей предпочитают подземный переход. Чтобы, допустим, не ждать светофора, я обхожу вот так. А так, в принципе, можно было и под землей спускаться. Мне лучше подземный. Почему? Ну, потому что быстрее время. Подземный дороже будет стоить. Я чисто с экономических соображений. Опрос среди водителей дал неожиданный результат. Многим водителям зебра и светофор не мешают. Так, хорошо. А то, что вы там стояли, долго не мешает? Недолго. Недолго? Абсолютно. То есть подземный, конечно, лучше будет. Почему? Но не будет пробок. То есть так долго стояли? Нет, недолго стояли. Оно как бы и так хорошо. Нет, не мешает. Просто хотят сделать подземный, вы как за это? Очень даже, чтобы был вообще светофор не был подземный переход. Все, спасибо, зеленый. Вопрос дошел и до главы республики. По мнению Сергея Аксенова, пешеходный переход со светофором не решает проблемы полностью. Пробки мешают и водителям, и пешеходам. Давайте прикинем просто ряд вариантов. То, что нужно там подземный, допустим, еще один там переход сделать. Да. Но тем не менее, то есть как бы ряд мер, чтобы город не стоял в пробках, вы должны предложить, коллеги. Для принятия окончательного решения этот вопрос администрация города направила в профильные структуры республики. Руслан Минаев, Рафаэль Вахидов, телеканал Миллет. Сотрудники крымской полиции изъяли крупную партию таблеток сибутрамина. Сильнодействующий медицинский препарат обнаружили у 40-летнего жителя Симферополя. Всего он закупил около 25 тысяч упаковок запрещенного вещества. Их мужчина заказывал за рубежом и продавал на территории Российской Федерации. Крымские оперативники возбудили уголовное дело. Правонарушителю грозит до 7 лет лишения свободы и штраф в размере до 1 миллиона рублей. Озера Аджиголь и Кучук Аджиголь-Феодосии войдут в число территорий с особой рекреационной ценностью. В результате научных исследований крымские ученые выяснили, что химический состав воды антропогенный влияет на климат местности. Здесь запрещается строить какие-либо капитальные объекты, уничтожать и вредить растениям, а также загрязнять территорию. Разрешается размещать объекты обустройства пляжей, других мест массового отдыха, выполнять берегоукрепительные и противооползневые работы. Первый мастер-класс от медиа-менеджера Натальи Лосевой. Сегодня в Симферополе студентам факультетов журналистики рассказали о главной задаче СМИ, а также о борьбе с фейковыми новостями. Специалист отметила, важная задача прессы – проверять и опровергать неверную информацию, так как средний уровень доверия к новостям в мире снизился на 2%. А 32% людей вовсе отказались от СМИ из-за того, что не хотят портить себе настроение. И вот те перемены, которые мы ждем сейчас в информационном пространстве и наблюдаем, они похожи по силе воздействия на тот момент, когда был, в принципе, изобретен интернет, да, и введен в обиход, когда появились смартфоны после кнопочных телефонов. И вот сейчас мы ждем нового витка развития, которое, конечно же, очень серьезным образом скажется именно на нашей профессии. То есть не только на нашей, но на нашей в том числе. В Алуште прошел детский фестиваль крымско-татарской культуры. Корбек-Ульгуллера собрал участников из Симферополя, Белогорска, Балаклавы, Красногвардейского района. Они выступили в номинациях «Вокал», «Хореография», «Художественное слово». С юными исполнителями пообщалась наш корреспондент Диана Бекмамбетова. Звучит хайтарма. На сцене Дома творчества в Алуште выступает детский танцевальный коллектив из Симферополя «Эдельвейс». Сначала с садика пошло и понравилось на танцы ходить. Здесь проходит фестиваль крымско-татарской культуры «Корбекуль-Гулери». В нем участвуют 12 танцевальных коллективов и 60 вокалистов из разных регионов республики. Фестиваль крымско-татарской культуры проводят уже 3-й раз. С каждым годом количество участников увеличивается. В этом году их более 300.
Сейран Купа исполняют песню «Кырым меным ватаным». Строки произведения о тоске крымско-татарского народа по своей родине. Эта песня необыкновенная, я могу ее хорошо еще лучше спеть. Среди участников есть дебютанты. К выходу на сцену готовится Алим Кабаджанов. Играет на скрипке 3 года. Перед выступлением волнуется. Мой дедушка играл на скрипке. У него был хороший звук и другое. Мне за это нравилась скрипка. Идея фестиваля возникла 3 года назад в селе Курбек в Алуште. Проводят его для возрождения и развития национального искусства. Мы планируем расширять фестиваль. Может, прикладное искусство еще может добавить. Это все покажет, жизнь покажет уже. Организаторы обещают сохранять культурное наследие и в будущем. Участников наградили дипломами, кубками и медалями. Диана Бекмамбетова, Рафаэль Вахидов, телеканал «Милет». Женская сборная России по велоспорту шоссе готовится к олимпийскому сезону. Международный турнир стартует в начале следующего года в Турции. Как сейчас проходят тренировки, сколько спортсменов представят нашу страну? Подробности узнавал Мухаммед Дикиряев. Со скоростью 20 км в час велосипедисты разогреваются на стадионе Федерального спортивного центра «Крымский». После выезжают на Алуштинскую трассу и увеличивают скорость до 60 км в час. Так спортсмены готовятся к олимпийскому сезону в Турции. Победитель международных гонок в Венгрии, чемпионка России по велоспорту Полина Кириллова приехала в Крым из Санкт-Петербурга. За рулем двухколесного шоссейника 12 лет. Сейчас спортсменка в составе сборной страны. У нас идет подготовка, получается, почти круглогодично. Мы выполняем разные скоростные работы в гору, подводим свой организм к гоночной скорости, к гоночным рельефам. Карина Козлова из Псковской области в велоспорте 2 года. В день вместе с командой проезжает до 80 км в час, преодолевая крутые подъемы и спуски. Я хочу попасть в сборную России и тренироваться дальше. Высокотехнологичный, легкий, прочный, а главное быстрый. Вот такие характеристики у шоссейного велосипеда. Сегодня и мне удастся на нем прокатиться. Ты держи микрофон, а я поеду. Целый месяц тренировок, ежедневная непрерывная физическая нагрузка, проезд по 3 непростым маршрутам от поселка Лучистая до Судака и Ялты, а также из Симферополя и до Ангарского перевала. А сейчас идет подготовительная работа именно вот к соревновательному сезону. То есть сейчас у нас сбор даже направленности не столько специализированная работа, сколько работа ОФП пополам со специальной работой. То есть мы занимаемся и ОФП, и катанием на велосипедах. На международные соревнования в Турцию Россию представят 12 велосипедистов. Турнир пройдет в конце января. А в Крыму всероссийские соревнования по велоспорту шоссе будут весной. Это первые гонки в сезоне 2020. Мухаммед Дикиряев, Аким Бекиров, телеканал «Милет». Это все новости на сегодня. После небольшой рекламы смотрите прогноз погоды на телеканале «Милет». Всего доброго.